студию, задавать свои вопросы по номеру телефона 554-5610, код Казани 843. Прямая трансляция на каналах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, а также в социальной сети ВКонтакте, в группе ТНВ и на Ютубе. Позволю себе все-таки процитировать Габдуллу Тукая. «Татарам все, что мог, отдал и отдаю. Татарин я всегда, родства не предаю. Я нации моей желаю много благ, но сбыться ли мечтам, то знает лишь Аллах». Вот с этих строк мне хотелось бы начать сегодняшнюю программу. И вот какой главный критерий идентичности, татарской идентичности для вас сегодня, для наших гостей, сегодня самый главный? Так, ну, прежде всего, конечно, это восприятие, то есть так называемое национальное самосознание. Человек, который говорит «я татарин», чувствует это, который это декларирует, он принадлежит к татарскому миру. Он может не знать язык. Я это не призываю к тому, чтобы не знать язык. Он может не знать татарскую культуру, может жить вообще где-то в Гималаях. Но внутреннее ощущение идентификации делает его татарином. Вообще в этнологии считается вот две позиции, если он приобщен к самосознанию и приобщение через язык. Ну, то, что сейчас мир усложняется, я думаю, что язык сейчас перестает быть таким циркулирующим и главным центровым аспектом, потому что сложности есть, понятное дело, мир глобализируется, и мы теряем, к сожалению, язык. Но если человек говорит «я татарин», через это он может... Самоидентификация, и это открывает ключ к большому миру. Там уже он дальше может и исходя из собственных ресурсов, и изучить татарский язык, с этим сложности нет, и открыть интернет, и посмотреть татарский спектакль, и почитать Габдуллу Тукая, хоть в русском переводе, хоть в английском. Сейчас, пожалуйста, возможности есть. Хорошо, Равилович, а для вас? Да, сегодня очень для многих и ответственный, но больше всего волнительный вопрос, да, вот как определить, тем более есть у нас и смешанные браки. Но здесь я с Русланом очень согласен, где-то, может быть, можно и не согласиться. Дело в том, что, конечно, ключевым является самосознание, это однозначно, но все-таки язык, наверное, является одним из ключевых показателей, тем более мы знаем достаточно немало примеров, когда даже в современной новейшей истории, когда тот или иной этнос, в общем-то, возрождает уже умерший язык достаточно успешно, и причем он же возрождается не только в рамках семьи, как обычно у нас так, а в рамках государства, когда государство принимает соответствующие программы, когда эти программы финансируются, и самое главное, чтобы было желание возродить этот язык, в нашем случае сохранить этот язык. Это сегодня тоже очень актуально, но я бы сюда еще к сказанному добавил, что кроме ключевых таких индикаторов, кроме самосознания, кроме языка, это, конечно же, соблюдение традиций, в общем-то, мы об этом тоже много часто говорим, но и не надо забывать еще один очень важный такой фактор, это все-таки сколько не просто в обычном понимании самосознания, а именно вот та идентичность, которая в себя вбирает и культуру, и политическое самосознание, скажем, ну и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что сейчас много попыток пересмотра, создания каких-то этнотерриториальных групп. Мы говорим о татарском этносе, да? Я принципиальный противник, это вчерашний день. Этнос у нас единый, и поэтому человек, независимо от того, где он проживает, в Сибири, в Астрахани, в Казани, в Турции, я не знаю, независимо от того, знает он татарский язык, не знает, он часть татарского большого нашего этноса. Да. Данил, согласитесь, что родной язык сегодня все-таки не играет ключевую роль, наверное, в самоопределении? Страшно сказать, что родной язык не играет роль, да, прям язык не поворачивается, так сказать. Но на самом деле, вот я сейчас слушал оппонентов и представлял каких-то знакомых мне людей, да, и как-то делил их. И у меня как-то это деление происходило все-таки территориально. Если мы говорим о татарских деревнях, там люди говорят на татарском, читают татарские книжки, там проблем нет, смотрят ТНВ. Ну, они, понятно, запишутся татарин, да. Если мы говорим о городе, очень много людей, кто по паспорту имеет татарское имя, фамилия, они татары, у них есть Даваника и Даватика, да, скажем так, образно говоря, но они не читают по-татарски, не потребляют татарский контент, не говорят на татарском, да, очень много вот моих друзей, скажем так. Но они не считают при этом себя все-таки татарами. Они никак не могут написать себя русский, да, например, в переписи. Они в любом случае татары.
Ну, есть как бы категория татар, которые живут за пределами Татарстана, да, там другая проблема. Там, здесь есть возможность разговаривать по-татарски, там этой возможности нет, да, в полном объеме, скажем так. Поэтому тут категория очень разная, я думаю. Для кого-то язык, да, как бы первостепенный, для кого-то, вот, как Руслан сказал, самосознание себя как татарина, например. Я думаю, так. Гульнар Фатовна. Ну, я соглашусь с коллегой, потому что, по сути, он обобщил результаты наших социологических исследований по изучению Сам того этнической не идентичности. Не понимаю. Это мы еще поговорим. Да. На самом деле, вот это ощущение татарскости, оно очень зависит от множества факторов, в том числе от места проживания. Одно дело все-таки городской татарин, другое дело сельский татарин. Очень много зависит от семьи, каким образом семья тоже воспитывает вот это, прививает вот эту татарскость. Очень много зависит от такого фактора, как религия. У многих нынешних татар сегодня татарскость основывается на ощущении, на сопричастности к такому большому мусульманскому сообществу и на соблюдении религиозных мусульманских обрядов. Одним из основных критериев становится, да, Да, маркеров да, да, идентичности? да. И еще очень важный критерий – это на самом деле сопричастность этнической идентичности живущих в разных регионах с Татарстаном. Сегодня республика – это такой очень мощный такой символ для татар, живущих в самых разных регионах, за пределами нашей страны. И многие ощущают свою татарскость именно через успехи республики, через экономические успехи, прежде всего, республики, через успехи в спорте, крупных международных мероприятиях. То есть вот это все очень подпитывает чувство татарскости у татар. Хорошо, у нас звонок из Кубани. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Я беспокою вас с Краснодарского края. Я сама уроженка Татарстана, село Нурлат, Зеленодольский район. 39-й год. Я родилась в татарском селе. Мы учились все вместе. Я окончила медучилище в Казани, институт в 70-м году. Я забыла единственное, что сейчас забыла татарский язык. Общения нет и забываешь. Я очень благодарна татарам. Для меня татарин – это эталон жизни. Давно живу я на Кубани, а сердцем я в родном краю. Я на колени перед вами, татары милые, встаю. И я считаю, что каждый человек, живущий на территории Республики Татарстан, должен знать татарский язык, хотя бы в бытовом стиле. Спасибо большое за ваш Люди, которые звонок. за пределами Татарстана живут, они вот скучают, да, все-таки по Да, языку. вот о чем мы говорим, что все-таки Казань в этом плане и притяжение, и успехи республики в том числе, да. Сейчас хочу вопрос адресовать Ганше Зинатуловичу. Для вас все-таки что является критерием сегодня наиважнейшим в определении? То есть тоже человек, который живет за пределами Татарстана. Продолжение темы, что озвучила Гульнар Фатовна, конечно, наверное, среда обитания влияет очень серьезно, ибо вот мы живем в Пензенской области, у нас где-то порядка 100 тысяч татар, это порядка 6-7% населения. И, конечно, наши друзья, проживающие вместе с нами в этой области, ну, татар представляют себе в виде Ну, а вот для вас сабантуя, лично? тюбетейки, чак-чак. Мы годами объясняем и показываем, что это несколько иное, показываем нашу культуру, наши традиции, язык. Конечно, очень важно, чтобы подрастающее поколение, молодежь знали свой родной язык. Ну, что греха таить. Вот ранее, когда мы жили в советское время, мы же тогда строили единое общество людей, советский народ, и в автобусе едут, условно скажем, два татарина, между собой они так на непонятном языке пытаются разговаривать на русском. А слава Всевышнему, сейчас все это уже отошло, и представители татар с гордостью гуляют по центру города и говорят на родном языке. А я думаю, что все же сохранение языка для нас это очень важно. Все-таки, несмотря ни на что, мы подчеркиваем, как бы этот критерий сегодня не... Ну, нельзя, наверное, говорить на втором, на третьем, на четвертом месте, но схему, вот да, критерии, Зуфар? да, национальной идентичности, да, вот нам социологи предлагают. Давайте посмотрим, да, итоги еще своего маркеры. исследования, да, то есть вот посмотреть Давайте. на эту схему. Сейчас нам дадут эту схему, да, про которую как раз говорил Гульнар Фатовна. То есть, ну, понятно, это, наверное, многие народы, да, великая история. Что, может быть, касается, да, то есть родина, малая родина, да, родное село, уникальные праздники, одежда, национальные Религия. традиции. Ислам, понятно, да, что у татар татарский язык. И вот, наверное, вот то, что присуще, может быть, только татарам, да, вот эта вот мелодия, мон, да, которую вот на русский язык даже сложно перевести, даже значение слова мон. Ну и уже современное, да, то есть Татарстан, наверное, больше, не просто татар, да, инновации, там, устремленность, предприимчивость. Вот как вы считаете, да, чем
объяснить именно такой вот набор. И отличается ли у других этносов вообще? Да. Или Нет, это ну, общая стандартная... Вы знаете, здесь вот великая история, это, по сути, историческая память. Вот в связи с этим я вспоминаю слова известного этнографа, профессора Казанского университета Карла Фукса. Когда он описывал татар, то одним из маркеров он называл, что татары очень гордятся своей историей. Причем ведь он в эту фразу вкладывал конкретное содержание, не просто история абстрактная, а именно государственная история, богатая политическая история, культурная история. Вот родное село, да, для татар, которые проживают в сельской местности, это без сомнения. Но я бы сюда добавил, что вот я сам-то вырос в городе, но у меня татарскости не меньше, может быть, даже и больше. Поэтому здесь, наверное, один из маркеров – это не только село, но и в целом, вот на самом деле, город, где он вырос, Казань, там, Малая Уфа, родина, например, и так далее, да. Праздники, понятно. Вот традиционный ислам, здесь единственное, что меня смущает, может, стоит говорить о традиционной религии. Религии, да. Да, потому что у нас есть все-таки кряшины. Вот мы считаем их своими соплеменниками, тоже частью татарского народа, и поэтому, наверное, все-таки так. Татарский язык, без сомнения, вот, кстати, здесь Фаизханов, выдающий татарский просветитель, именно он был одним из разработчиков литературного языка. Об этом мы говорили. Мон это да, но мон не только татар, но и башкир тоже есть, сами понимаете. Ну хорошо. Вот смотрите, последнее, самое важное, да, то есть это устремленность. Вот, Верните. Да, здесь вот прозвучало, и коллеги говорили, вот Гульнара Фуатна об этом говорила тоже. Все-таки, если Татарстан покажет свою устремленность во всех областях, экономика, культура, я не знаю, во всех, тогда, конечно, татары будут гордиться, и он будет с большой долью такой вот гордости говорить, что он часть татарского народа. Поэтому все логично, согласен. Ну, вот просто не кажется ли вам, что вот если по одному, да, язык идентичности, если по одному лишь показателю, ну вот знаю татарские песни, и вот это исключительно все, что у меня осталось от принадлежности, скажем так, татарскому Мы этносу. говорили, что Можно по все-таки одному должна критерию? быть приоритетность. Здесь все-таки приоритетности нет, да, здесь немножко другой На одной график линии. имеется в виду, да. Есть приоритетность. Вот правильно, великая история. Вот Монтескье, великий французский также просветитель, энциклопедист, у него есть известное изречение. Он говорит, есть такой народ, татары, величайшие, которые делали величайшие завоевания, о которых большинство не знает только потому, что они не записывали эти свои свершения. Да? Мы были великим кочевьем, мировым которых кочевьем. ждет своих исследователей. Он Да, добавлял. ждет своих Историк. исследователей. Вот приобщенность к этой истории, да. Когда люди знакомятся... Почему очень важно историческое наследие, историческое восприятие? Потому что человек погружается всецело в контекст эпохи. Да, вот когда люди любят сравнивать средневековье и современность, это очень условное сравнение, потому что есть прекрасный такой исследователь Хойзинге. Да, он исследовал средневековье. Он говорит, человек средневековья, он кардинально отличается от современного. Он жил двумя вещами. Религией и ощущением скорого судного дня. Сейчас у нас совсем другие потребности. Они чуть другие, чем вот если средневековому человеку показали бы вот эти вещи. Он бы удивился, наверное, да? Поэтому вещи меняются, индикаторы тоже меняются, но не меняется приобщение к общности, к исторической общности. Без татарлар, мәсәлән, да? Без там тюркляр, без мудаеши, без и Все-таки так далее. история. Это история. Язык мы можем не знать, мон мы можем не знать, слово этот медведь мог и на ухо наступить. Но можно слушать. Но можно слушать, можно даже не любить, честно говорю. Но при этом вот это вот ощущение внутреннее, оно Отклик. неописуемое. Да, оно неописуемое. Поэтому, когда говорят об идентификаторах, важно понимать, что это часть вещей, которые являются внутренним аспектом человеческого бытия. Гульнара Я на Фуатовна. самом деле соглашусь с коллегой по поводу того, что у человека все-таки может быть один вот из этих индикаторов, да, а может быть даже их и не быть совсем. То есть вот нередко вот мы выезжаем какие-то вот, особенно в европейской части нашей страны, в регионы, Ивановскую, скажем, Тамбовскую область, разговариваем с местными татарами, они говорят о том, что, вы знаете, ну, во мне уже ничего не осталось татарского. Я не знаю ни язык, я не знаю ни историю, я не хожу в мечеть, но при этом я ощущаю все равно себя татарином. И когда мы спрашиваем, а почему, откуда у вас это берется, и многие нам говорят о том, что ну, это просто через кровь, через сердце как-то это все ощущается. да? Да. То есть вот, ну вот я татарин, вот я родился таким, и другим я быть не могу. Хорошо, мы продолжим через пару минут. Не переключайтесь, после рекламы увидимся. Правила, к сожалению.
Напомним, что на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета ток-шоу «Точка опоры» мы сегодня говорим об идентичности, да, национальной идентичности, о критериях этой идентичности. Данил, вот было как раз что добавить все-таки из вот этих там 7 критериев, о которых мы говорили, да, язык идентичности татар, достаточно ли? Да, здесь действительно каждый компонент вроде бы как он весомый, да, но я вот сейчас смотрел и слушал вас, мы как-то пытались анализировать, ставить какие-то, давать какой-то рейтинг, да, этим компонентам. И у меня появилась в голове такая аналогия, да, вот у ребенка спрашивают, за что ты любишь маму? И этот вопрос ставит в ступор, да, ребенка. Ну как? Он начинает что-то придумывать. Сам вопрос абсурден. Любовь безусловная. И вот это вот да? какая-то аналогия в этом есть. Это, по-моему, есть что-то выше вот этих вот компонентов. Вот человек чувствует себя представителем этой национальности. Вот и все, да. А он не делит, не анализирует. Это первая мысль. Вторая мысль. Есть такое шуточное выражение, что как сделать человека счастливым? Да, надо отнять у него что-то, потом вернуть это же самое, да, и он будет счастлив. То же самое с языком. Да, иногда я не призываю отнимать язык, но один пример. Вот у меня друг Арслан, да, он на телевидении работал, Арслан Ганеев. Привет ему, если смотрят, и многие его знают. Мы с ним вместе учились на татарском журфаке, говорили с ним по-русски. Ну, на каком языке говорить, да, двум казанским парням, да, казалось бы. Он уехал в Москву, женился, уехал в Москву с семьей. Я ему звоню, я на русском, он мне на татарском. Я говорю, Арслан, соскучился син вообще, да, соскучился. У татар есть слово такое, танцок, да, это дефицит, да. Я говорю, Арслан, син вообще татар малай был в Москве, да, я ему говорю. То есть нужно почувствовать недостаток, да, танцок нужно почувствовать в некоторых случаях. Ну, то есть, как говорится, как воздух, да, пока он есть, мы его не ощущаем, да, когда его не хватает, нам его нужно больше. Хорошо, сейчас еще одну схему я предлагаю нашим режиссерам дать. Все-таки насколько меняются вот критерии национальной идентичности, да, вот и степень поддержки ответа. Я никогда не забываю своей национальности. Тоже это данные у нас 94, 2001, 2012 и вот до 2019 года, да? Гульнар Фатовна, как мы можем вот это прокомментировать? Ну, перед вами данные наших социологических исследований, которые показывают степень актуализации этнической идентичности у татар и русских республики Татарстан. Татары – это синие и серые, столбец синий – это городские татары, серые – это сельские татары. И вот мы видим, что в 1994 году 50% городских татар говорили о том, что никогда не забывают о своей национальной принадлежности, сельских тогда было 70%. В 2017 году эта цифра выросла до почти 80%. То есть вот за весь постсоветский период мы видим, что вот эта этническая идентичность у татар выросла в республике. Но на самом деле эти данные очень совпадают и с другими исследованиями, которые мы проводим в других регионах нашей страны. Скажем, в регионах Западной Сибири порядка 85-90% татар, живущих там, сказали о том, что тоже они никогда не забывают о своей национальной принадлежности. А почему падение? Вот мы видим, это не падение на самом деле. Это значит, исследование 2019 года среди молодежи. Мы видим, что татарская молодежь, 67% среди нее вот выбрали как раз эту позицию, сказали о том, что они никогда не забывают о своей национальной принадлежности. То есть молодежь несколько хуже, несколько ниже ощущает свою этническую идентичность, чем старшее поколение. И менее актуализировано. Почему у русского населения такой маленький процент? Почему у русского населения такой маленький процент? Ну вот смотрите, 94 год, 49 татары, да, которые не забывают о своей национальности. 26. Русские 26, ну 27. Ну, в 94 году русское население не только в республике, но и по всей стране находилось в ситуации такого некого шоковом состоянии, потому что распался Советский Союз, потому что потерялся статус старшего брата. Была растерянность от того, что у татар и у других народов, не русских народов нашей страны вдруг вот выросло вот это национальное чувство, вдруг появились этнические потребности, но было состояние такой растерянности. Но постепенно... То есть остальное большинство себя русскими не считало, что ли, получается? Так? Я думаю, что дело в том, что когда пришел Ельцин к власти, помните, они строили россиянов. То есть новую общность, помните, да, не русские, не советские, а россияне. Народа сразу россиян начали. Да, и поэтому я думаю, что вот с российский. этим связаны перетрубации, наверное. Но все-таки вот у нас взлет это 2011, да, 2012, а 2013 год у нас, я правильно понимаю, это самые пиковые такие значения, которых мы достигли в этой ситуации. Ну, человеку вообще, наверное, то есть свойственно и как-то есть такая потребность чувствовать себя чем-то большим, да, общности, то есть это какая-то и защищенность, и сопричастность к чему-то большому такому. Вот опять же, да, если говорить о тех людях, которые живут за пределами Татарстана, вот эта вот тяга, да, к культуре татарской, которая, может быть, там забывается, к языку, это вот
Им как эту действительно татарскость. какой-то стержень, действительно, или просто они ностальгируют поэтому, и Ну поэтому вот не Арслан там хватает, да, Кто-то ностальгирует, да. Да, и, наконец, язык стал одним из главных. А все-таки как за пределами? Как сохранить ту самую татарскую? Какие там маркеры должны сработать, чтобы человек... Ну вот смотрите, Определился. тут очень важно, что с развалом Советского Союза у нас появилась возможность коммуницировать с татарами, которые проживают за пределами Татарстана. В советское время это было практически невозможно сделать, и амбассадорами выступали вот наши певцы, культурные деятели, да, потому что Москва очень зрила, чтобы как бы татары там не налаживали эти взаимоотношения. Сейчас такие отношения есть, вот любимая мной Пензенская область, я туда часто езжу, они приезжают. То есть, а раньше это было закрытое сообщество, потому что эти как бы связи были сильно нарушены. А сейчас, пожалуйста, Татарстан собирает постоянно татар, они там выезжают, Татарстан выезжает с какими-то культурными, научными деятелями, общественными. То есть мы смогли стать по-настоящему диаспоральной нацией. У диаспоральной нации есть определенное восприятие сознания, ну, как у еврейской нации, у армянской нации, да. Они рассеяны, но при этом они живут ощущением скорейшего восстановления. Как у евреев жили вот восстановлением второго храма Иерусалимского. Татары тоже живут восстановлением некой своего величия. Как это выглядит, никто сказать не может, но есть чаяние. Вот это вот великое чаяние, оно покрывает и незнание языка, и незнание мелодики татарской и так далее, я так считаю. Поэтому очень важно Татарстану укреплять взаимоотношения с татарами, которые проживают за пределами Татарстана. И наоборот, сила Татарстана в татарах, которые живут за пределами. Вот эти вот два вектора, когда сплавляются, это получается мощнейший симбиоз. И в этом сила татар. Хорошо, очень мало времени, говорит, до конца. Я предлагаю еще одна третья схема у нас. Все-таки в большинстве своем сейчас одним из основных таких маркеров становятся, наверное, национальные традиции и культура. Если мы сейчас говорим, что язык немного мы потеряли позиции. Вот что приводит к исчезновению национальных традиций в современных семьях, да? Активное проникновение в большей степени тут западноамериканской культуры, нехватка знаний в области нацкультуры, недостаточная пропаганда. Вот затруднились ответить. Вот давайте в конце просто подытожим. Если национальные традиции сегодня один из таких, наверное, основных маркеров, что нам нужно сделать, чтобы все это сохранить? Ну, я думаю, что очень важно сегодня еще татарам, живущих в самых разных регионах, использовать современные технологические возможности, возможности интернета. Мы вот специально анализировали количество татарских виртуальных групп в одной из социальных сетей и выяснили, что татары имеют самое огромное, самое большее количество таких вот татарских сообществ, более 5000. Это только результаты нашего анализа 2017 года. Ребята, молодые ребята, прежде всего, собираются на разных интернет-площадках и обсуждают вопросы истории, культуры, языка, состояния национальной культуры. Я думаю, что это очень хороший ресурс не только для налаживания каких-то вот таких вот межрегиональных связей, но и для поддержания этнической идентичности. Люди создают проекты, люди продвигают татарскую культуру, и это очень хорошие, мощные возможности для сохранения идентичности. Данил, как сохранить все эти маркеры? Как сохранить? Нужно просто жить и быть представителем своей нации. И все, и чувствовать. Вот и все. Коротко по одному слову. Ну, чувство ответственности, конечно, должно быть. То есть важное назначение интеллигенции. Да, то, что у татар называют зияллар, они несут на себя ответственность. Мы не можем возложить эту ответственность на весь народ, но на прослойку вот интеллектуалов обязательно должны. Татар – это без сомнения нации. А сущность любой нации, по моему глубокому убеждению, определяется или наличием суверенитета, или стремлением к этому суверенитету. У Татарстана это и есть суверенитет, хотя сейчас слово мало используется. И сохранение Татарстана, сохранение его государственности и, соответственно, решает многие вопросы. Это и развитие культуры, сохранение языка, развитие языка, но и взгляд в будущее. Будущее зависит от сохранения государственности татарского народа. Спасибо. Напомним, что это была программа «Точка опоры». Мы выходим ежедневно с понедельника по пятницу в 16:30 на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. И в следующей нашей программе завтра мы поговорим о том, как заполнять сложные графы в этом переписном листе, который перепись проходит с 15 октября по 8 ноября. Благодарим нашим экспертам. 15 ноября. Чуть-чуть ошибся Зуфар. Благодарим экспертов. Было интересно. Всего доброго. До свидания. Да, простите, до 8 ноября можно исправиться.
процесса. Спасибо большое.